я видел работу газеты «Красное знамя», последние 5 лет ее изданий изнутри. Вот вы вспомнили здесь Сергея Волковинского, а я в конце своего рассказа вспомню другого человека, Валерия Туркина. Так вот, что было уникальным и интересным для меня в «Красном знамени»? Это газета, которая действительно пережила такую траекторию своего развития, просто уникальную. Действительно, это был до начала 90-х годов орган Комиобкома и Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми СССР. То есть, естественно, родители выписывали, я все детство листал эту газету, там когда-то начинал ее читать, ну там наряду, конечно, с федеральными СМИ. И для меня «Красное знамя» было вот этим вот, нашим достоянием. Фотография сделана по другому поводу, как вы догадываетесь. Вот. Мне посчастливилось, кстати, работать во всех 3 газетах, которые упомянул Игорь Бобраков. То есть первая заметка была в «Молодежи Севера», еще в 10 классе, когда я учился. Сергей Сорокин взял пару моих материалов внештатно. И тут, как-то прогуливаясь по Коммунистической, в 9 году я приехал из-за границы, где у меня был такой очень любопытный, скажем так, эмиграционный опыт. И тут я встречаю Суранова, и он говорит: я в «Красном знамени». Это было что-то потрясающее, потому что в моем сознании это еще была такая газета с советским бэкграундом. И он меня тут же позвал, я написал свои заметки об этом эмиграционном опыте. Ну так вот, газету на самом деле убило, конечно же, убило не «Красное знамя Севера». Нам люди из районов звонили, говорили, что «Красное знамя Севера» лежит стопками в райцентрах, никому не нужными. На самом деле люди там все прекрасно, большинство понимали, что есть клон, а что есть настоящее. Вот. Конечно, газету в конце концов убило именно со стороны Чернова и Морощука вот это отталкивание крупных рекламодателей. Потому что в нулевые годы много было на этом самом, на подписке уже много было не заработать. Что в лучшие годы тираж доходил до 100 тысяч, да, даже может быть больше. А в лучшие нулевые годы, сколько там было, вот я уже не помню. 10 мы держали. 10. Понимаете, в 10 раз меньше. Вот. А по поводу читает или не читает, нас, кстати, господа, вот, тот же в «Желтом доме» упрекали, что вас не читают. Вот я держу в руках номер 2012 года, за 2,5 года до закрытия печатной версии. Дорогие читатели, сейчас поясню, кто на фотографиях. Понятно. Это тогдашний первый зам Гайзера, Буров и Рамаданов, человек, которого называют казначеем ОПГ Гайзера. Снимок сделан Андреем Шопшем в Госсовете. Они читают, если вы приглядитесь, «Красное знамя» под столами во время сессии Госсовета. Вот это к вопросу, читали или не читали. Ну, я буду уже завершать. На самом деле, прекращение, как мне представляется, прекращение печатной версии, в конце концов, убило Валерия Туркина, которому на тот момент было 75 лет. Надо было знать этого человека. То есть для него это было без всякого преувеличения жизнь. Я считаю, что пусть не напрямую, но Чернов и Марущак опосредованно виновны в смерти Валерия Николаевича Туркина. Спасибо.